Идеальный мир у меня и так был, я не нуждалась. Семья была у меня очень такая, можно сказать, патриархально-абхазская. И культ отца, он такой самый важный был. Мать приучила нас к этому. И очень много любви было. Ну, во-первых, это была очень крепкая девочка, у которой был свой мир. Всегда его создавала отдельно, обособленно от всех. Значит, устанавливались игрушки, это были куклы. Вот. И Алиса вела какую-нибудь программу, обучала. Ну и очень так требовательно относилась к этим игрушкам. Но на свою территорию никого не впускала. Там должно было быть одобрение мое. Это нужно было его заключить, естественно, до того, как зайти ко мне на территорию. Это можно было во дворе, на площадке, дома, даже родным сестрам. И они понимали, они эту территориальную целостность никогда не нарушали. Родители, они, естественно, замечали, сколько раз я наблюдала, что они смотрят, наблюдают за мной, но при этом я не терялась. Я создавала для себя, я находилась в том мире, что как-то меня это не отвлекало. Ну, смотрят, ну, смотрите дальше. А я продолжаю свою тему, меня это не отвлекает никак. Но идеальный мир у меня и так был, я не нуждалась. Семья была у меня очень такая, можно сказать, патриархально-абхазская. И культ отца, он такой самый важный был. Мать приучила нас к этому. И очень много любви было. Мать у меня педагог. Естественно, она научила, может так, она свою тактику избрала, что мы спокойно делились обо всем, рассказывали, секретов не было. У меня от отца, во всяком случае, секретов совершенно не было. Даже в тот возраст, когда меня, в общем-то, значит, уже только зарождалась там любовь, я с ним делилась. Мать, конечно, я боялась. Я даже сейчас иногда смотрю на фотографию, да, и так смотрю и думаю, а как же она сейчас на это отреагировала? И мне кажется, я вспоминаю, и тут же я вижу ее взгляд, потому что она никогда не повторяла нам ничего. Мы могли посмотреть на нее и втроем понимали, что все, надо остановиться и здесь повести себя вот так вот, как это должно быть. Старшие сестры, они понимали, что я младшая, и ко мне, может быть, немного, чуточку особенное отношение было от отца, потому что у него, ну, представляете, третья дочь. Какой удар для человека, который ждет сына. Мне известно, что он в роддом не приехал. Приехал мой дедушка с Очимчиры. Он тогда возглавлял эфиромасличный завод и был, значит, членом райкома партии Очимчирского. Он приехал, по-моему, на чайке или на какой-то машине. Мне сказали, что дедушка меня выписал с роддома, забрал вместе с мамой. Какой-то период времени, ну, может, по детству меня это, конечно, очень так коробило, что это как вдруг отец и не приехал. Потому что у меня особые отношения с отцом были особые. А потом я поняла его, когда я
взрослым человеком стала, я поняла, представьте, как человек ждет сына. Вот. Поэтому он меня научил, мы ездили в Лыхны, на скачках, в Джгерду к маме в село. Там я могла оседлать коня без уздечки, вот, поскакать на нем. Мать, конечно, боялась, вот, но отец мне не запрещал. Я стреляла, ездила на стрельбище с отцом, ездила на охоту. Есть такое место выше Джгерды села, есть Ахуца, Биркан называется. Вот туда мы и ездили. Там и стреляли, там и по горам лазила я. Всегда была выдержана, коленки были ободраны. Мне кажется, это еще и генетически. У меня деды очень крепкие, деды люди были. Это Дигуа, Кякуса, Аляс, Бигуа. Это вот со стороны бигуаской. Я знаю, что по линии моей бабушки, фамилия ее Тагмадашвили, вот ее сестра была, знаю, следователем. Вот. Что касается другой моей линии, это Амичбовской. Всем известен Евгений Шабович Амичба, Иван Гамсаратович Амичба. Это были выдающиеся люди. Динвар Квициния, председатель колхоза села Атара-Абхазская. Бабушки мои были бригадирами. Фотографии есть крепкие, статные, с такой ровной осанкой на коне. Моя старшая сестра училась уже в Москве, в МГУ, на факультете журналистики. Для отца это, наверное, было очень сложно. Одна дочь, вторая. Ну, а меня он, наверное, очень трудно ему было бы просто пережить. Вот. Он попросил. И осталась. Вот. Может, это был его эгоизм. Я потом пожалела. Пожалела, что я не стала врачом. У меня очень много друзей врачей. Здесь в Абхазии такой хороший врач. Очень надежный, верный человек. Это для меня это вот Наргиза Харчилава. Когда я прихожу в больницу или вдруг ищу ее, иногда так из любопытства пользуюсь возможностью проникнуть в операционную и посмотреть за это смотровое стекло, что же они там делают и как это вообще происходит. У меня такая самоуверенность появляется, у меня ощущение, что я сейчас одену халат, войду туда и встану рядом, и у меня все получится. На службу я поступила по окончанию университета, значит, в управлении внутренних дел по городу Сухум в качестве следователя. Меня как абхазку, естественно, мы же все сразу в прокуратуру хотим. Но в прокуратуру мне так сказали: нет, вы не можете, и все, можете не думать. Но при этом взяли моего однокурсника, ничего против не имею, но у него отец был директором Тыржольского завода пива и фруктовых вод. У меня был хороший, серьезный коллектив из 25 следователей. Это были уже состоявшиеся люди, которым уже было по 50 лет. Там было настрой абхазов. Но они научили работать. А знаете, почему они научили работать? Потому что к абхазам было отношение такое. Знаете, вот они ждали подвоха. Где ж ты наконец споткнешься, чтобы можно было вот указать на тебя. Вот ваша нация, вот ваш народ, и на что вы претендуете. Но все перенесла через себя, все тяготы. Я работала всю войну в прокуратуре Гудаутского района в качестве помощника прокурора города Сухум
прикомандированной к прокуратуре Гудаутского района. Вот такое было неодноименное название. Вот. В тот период, конечно, я была со своим народом. Мне также было и плохо, и хорошо, и радостно, и грустно. И, естественно, это был патриотизм, вот вера в будущее, в то, что мы сейчас въедем на нашу территорию, в город Сухум тот же, город моего детства. Совершенно не было тогда никакого страха. Я приехала в прокуратуру, прокуратура города Сухум, она была вся разбита. И, естественно, пунктом нашим стала прокуратура генеральная. Нам выделили один отсек, и стало нас двое. Был прокурор Пачулия Рауль Арушанович и Ольга Лоло Леонидовна и я. Вот 3 человека. Естественно, прокурор не будет у нас выезжать на место происшествия. Вот мы с ней выезжали. Вот через день дежурили вдвоем. Я собирала всю макулатуру, все уголовные дела, которые были в старом здании по улице Энгельса в прокуратуре города. Все собирали и приносили. Там начальник ГАИ был, я его попросила хоть какую-то машину мне, для того, чтобы я могла перевозить эту макулатуру, а потом выезжать на осмотр места происшествия, когда трупов было очень много и выездов очень много было. И мне выделили такую машину, миксер, знаете, такую вот машину, которая бетономешалка, да. У нее вот над этой бетономешалкой снизу есть площадка такая вот. Она позволяла туда вот привязать и все. И все делали мы сами, своими руками. И укладывали труп, и там помогали, конечно, сотрудники милиции. Но, в общем, страха никакого не было. Я этот город обошла весь пешком. Тогда транспорта не было. Нужно было выезжать на осмотр места происшествия. И мы шли пешком, куда только, в какие только темные углы. Вот действительно Господь Бог миловал. Сколько раз было, идешь, темная улица, вот я слышала там, вот, а ну, девочки, стойте. Там девочки кто-нибудь за руку возьмет и говорит, что будем делать, бежать? Я говорю, нет, бежать нельзя. Слышишь, затвор? Они же сейчас пьяные. Расстреляют и все. И никто не будет об этом знать. Так что идем ровно, спокойно. Ну, потом, конечно, коктейль валерьянка, корвалол, еще что. Ну, такое тоже бывало. Но, честно говоря, как-то я не трусила. Мне не было страшно. Эйфория вот победы. Такая сила. Мы были вместе всегда. Всей прокуратурой уходили домой. Обедали вместе, ужинали, зарплату получали, выдавали нам хлеб, а иногда рыбой радовали. И такое было с милицией, со службой государственной безопасности. У нас не было никаких вот этих недопониманий. Там люди были старой закалки, которые знали эту иерархию, где есть прокуратура, где милиция. Если после войны у нас был подъем преступлений имущественного характера, он связан был с тем, что ломали, громили магазины. Людям нужны были там, тем, которые совершали эти преступникам, им нужны были продукты питания. И когда мы предъявляли обвинение, там было лимонад, печенье, масло, сырки, понимаете? А сейчас, естественно, преступления совершенствуются, все совершенствуется. Естественно, желания людей совершенно другими становятся. Того рода непредсказуемость, она уже стала более гламурная, понимаете? Преступления экономического характера. Так что все изменяется.
Конечно, я жесткая. Мне рассказывали мои коллеги, которые впоследствии перешли в Генеральную прокуратуру, ну, уже на другие должности. Они говорят: Алиса Зурабовна, говорит, когда вы звонили, еще, говорит, год, когда мы видим, что вы звоните, мы вставали и отвечали: да, Алиса Зурабовна. А я говорю: это хорошо или плохо? Нет, говорит, мы стали дисциплинированы. Я не стремилась к тому, чтобы быть жупелом своего рода, да. Просто мы